вы увидите по интернету, по Zoom Максима Анисимовича Крангауза, да? Вот. А литературоведов вот прислали мало, одного. Да? Ну, на самом деле я тут представляю троих. Должно было быть трое. Один специалист по современной русской прозе, Владимир Леонтьевич Шунников, но он уехал в другое место. И Александр Викторович Марков, он культуролог, искусствовед, он сделал модуль по визуальному искусству, современной русской культуре. Вот. И вот эти модули, они будут вам предоставлены, вы их увидите самостоятельно, я их не буду обсуждать, там, собственно, они говорят сами за себя, это другие специалисты делали. Вот. А я предложил нашим организаторам такую тему, связанную, ну, скажем так, с актуальной классикой, да, ну, которая всегда актуальна. Да. И вот я бы хотел немножко поразмышлять, предложить некоторые соображения, в каком смысле можно читать классические тексты, ну, как-то по-другому, как-то по-новому. Поэтому я так немножко провокационно назвал новые прочтения, да, но здесь вот уже скромнее. Новые опыты прочтения русской классики. Некрасов и Достоевский. Почему эти два имени? Это, ну, связано прежде всего с юбилеями. Да? Мы прям буквально сейчас находимся между двумя юбилеями большими. Один уже отмечен широко в России, ну и вообще по всему миру. Да? Юбилей Достоевского недавно прошел, 11 ноября. Был день рождения, 200-летие. И вот надвигается юбилей Некрасова. Я думаю, что Некрасов менее известен, чем Достоевский, поэтому у меня сегодня будет преобладать Некрасов. Но про Достоевского я тоже скажу. Это будет не сравнение, хотя, наверное, возможно и сравнение между ними. Вот перед вами два текста. Два текста Николая Алексеевича Некрасова. Я, собственно, про них и буду говорить прежде всего. Ну, пожалуйста, будьте добры, следующий слайд. Немножко, два слова буквально пояснение про то, что я имею в виду под каким-то новым подходом. Ну, на самом деле он, конечно, не новый. Речь идет о культурной антропологии, но вот в последние годы, в последние, может быть, десятилетия, она в большей степени активно и интересно стала применяться к изучению литературы, истории литературы и в теории литературы. Ну вот просто буквально несколько основных таких базовых положений, да, которые должны в дальнейшем, как бы, вот в моем говорении некоторым образом воплотиться. Значит, что имеется в виду под таким антропологическим подходом? Что я имею в виду прежде всего? Ну, то, что литература – это такая вещь, такая культурная практика, которая, несмотря на некоторые устойчивые эстетические представления, она не является таким изолированным, каким-то автономным образованием, который был бы отделен от, ну, скажем, повседневного мира, социального мира, культурного мира в целом. Да? Ну, вот, здесь в точном смысле слова можно использовать понятия, которые используют современные социологи, антропологи, жизненный мир. То есть на самом деле литература очень укоренена в жизненном мире. Ну, просто начать с того, что это не просто текст, да? Это не просто некоторое произведение, которое вот лежит у нас на столе. Это все-таки текст, написанный кем-то и адресованный кому-то. Да? А еще между этими двумя кем-то масса разных посредников. Да? Издатель, у которого своя политика, у которого свои представления о литературе. Если мы говорим о XIX веке, то это фигура цензора, целый институт цензоров, которые, ну, по сути, выступают активными соавторами. Ну,
Они выступают, причем активными соавторами даже не только тогда, когда вторгаются в текст и что-то там из него вырезают или предлагают вообще изменить формулировки, да, но и тогда, когда, собственно, текст создается в голове автора, да, потому что он имеет в виду цензора, когда сочиняет свое произведение, очень часто. Либо как бы пройти через цензуру, либо наоборот учесть ее возможные ограничения, и либо как бы написать, создать текст так, чтобы вот прийти в противоречие, да, в конфликт с цензурой. Вот. Ну и различные институты публики. Да? У нас читатель тоже активен, он тоже воздействует, взаимодействует с автором. Да? Ну, в XIX веке мы видим, что читатели часто, они читают журналы, и они, собственно, в эти журналы еще и пишут. Да? Они пишут как бы авторам, издателям, пишут открытые письма, вступают в переписку с писателями и так далее. В общем, вот это все поле, оно очень разнородно, сложно устроено. И вот это очень важно, чтобы не просто изолированно рассматривать произведение, а вот погрузить его в этот жизненный мир, в котором есть масса смыслов, масса каких-то оттенков, которые влияют и на текст, и на его восприятие, культура чтения и так далее. То есть в конечном счете мы приходим к тому, что литература позволяет себя рассмотреть сегодня, да, как некоторый очень ценный источник. Да, вот, историки очень часто крайне робко говорят о литературе как источнике. Они не знают, что с ним делать. Вот сегодня, как бы я сказал, новые историки литературы, ну вот смотрящие на литературный текст как на такой антропологический феномен, они предлагают подход. Собственно, давайте, историки, будем вместе читать литературные тексты. И оказывается, это очень ценный источник. Почему? Потому что он, ну, собственно говоря, раньше, да, в некоторых традициях литературоведческих, например, в марксизме, который далеко не исчерпывается советским вариантом, да, и до советской науки существовал марксистский анализ литературного текста. И после Советского Союза он существует, один из самых продуктивных, да, методов. Но главный как бы тезис марксизма, что литературный текст – это некоторый идеологический продукт, да, это некоторая репрезентация тех ценностей, которые стоят за ним. Но сегодня мы видим, что не только это. Литература еще и позволяет взглянуть на вот эти вот ценности, эти идеологии, какие-то мифы, какие-то, ну, как сегодня говорят, репрезентации, да, вот некоторые представления людей о жизни, о текущем мире, о человеке, ну, в таком, скажем, отстраненном, критическом ключе. То есть литература как бы дает такую оптику, которая позволяет увидеть то, как не просто как бы описание мира, но и то, как люди, жившие в этом мире, или живущие в этом мире, в жизненном мире, да, социальном, его понимали. Ну вот в антропологии это называется насыщенное описание. Вот то, что мы сегодня можем сделать с литературой с этой точки зрения, это создать ее насыщенное описание. Ну вот один из вариантов я хочу вам сегодня предложить. Будьте добры, следующий слайд. Я взял два стихотворения Некрасова. Ну, тем, кто учился в советской школе, первое из них хорошо известно, это «Памяти Добролюбова». Да, вот оно лежит перед вами. Второе из них менее известно, я чуть больше как раз про него буду говорить. Оно называется «Пророк». Но понятно, что по названию оно там перекликается с большой традицией в русской литературе, в русской поэзии. Да, ну, самые, так сказать, вершины этой традиции – это, понятно, пророк Пушкина, пророк Лермонтова. Но на самом деле это большая была такая индустрия в лирике XIX века, очень популярная тема, которую, кстати, начал далеко не Пушкин. Она начинается с декабристов, ну, в частности, с одного, ну, там буквально несколько авторов создали
параллельно несколько стихотворений с таким названием «Пророк», «Пророчество», да, вот Вильгельм Кюхельбекер, пушкинский друг, или там Федор Глинка. В общем, достаточно такая популярная была тема. Ну вот, но у Некрасова пророк очень специфический, очень своеобразный. И вот меня заинтересовало, во-первых, сравнить эти два стихотворения, а во-вторых, вообще понять, в чем штука, да, что вот в 1974 году уже, в общем, прошла в значительной степени та популярность этого жанра в русской лирике. И вот Некрасов к этой теме обращается и по очень специфическому поводу. Сейчас я поясню. Но прежде всего я хочу прочитать эти два стихотворения. Просто вслух прочитаю. Но я не буду, я обычно студентов прошу вместе со мной читать. Я считаю, что лирика должна звучать, а не только быть на бумаге, да? Вот. Ну, сейчас для скорости, для того, чтобы не терять время, просто прочитаю их сам. Постараюсь интонировать, потому что я считаю, что они различны по интонации. Да? Итак, памяти Добролюбова. Суров ты был, ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять. Учил ты жить для славы, для свободы, но более учил ты умирать. Сознательно мирские наслаждения ты отвергал, ты чистоту хранил, ты жажде сердца не дал утоления, как женщину ты родину любил, свои труды, надежды, помышления ты отдал ей, ты честные сердца ей покорял, взывая к жизни новой и светлый рай, и перлы для венца готовил ты любовнице суровой. Но слишком рано твой ударил час, и вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Года минули, страсти улеглись, и высоко вознесся ты над нами. Плачь, русская земля, но и гордись. С тех пор, как ты стоишь под небесами, такого сына не рождала ты, и в недра не брала своеобратно. Сокровища душевной красоты совмещены в нем были благодатно. Природа, мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни. И второй текст. Пророк. Не говори, забыл он осторожность, он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышеннее и шире, в его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире, но умереть возможно для других. Так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна, не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. Его еще покамест не распяли. Но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали, рабам земли напомнить о Христе. Ну вот, конечно, я не артист театра, но постарался как-то по-разному интонировать стихи. Не знаю, насколько получилось, но надеюсь, что что-то получилось. Значит, поговорим сначала про сходство. Ну, понятно, что, собственно говоря, эти стихи, они, собственно, похожи по своей теме, по своему лирическому сюжету. Здесь, в общем, главный герой такой подвижник, какой-то, собственно, культурный герой, моральный авторитет, вождь молодежи, не знаю, какой-то значимая фигура. И он воспевается. Да? В обоих текстах есть религиозная символика. Ну, говорится об аскезе, об отказе от мирских там, страстей, да? О мученичестве. Ну, Добролюбов учил умирать. Второй герой, сейчас я скажу, кто это, тоже как бы учит жертве, представляется в перспективе его крестные муки и смерть. Вот, ну и так далее. То есть оба пронизаны такой религиозной символикой.
И одинаковый стихотворный размер. Это тоже важно, потому что Некрасов не так часто прибегает к пятистопному ямбу, и он явно здесь как бы опирается на некоторую традицию. Будьте добры, следующий слайд. Вот. Но что здесь интересно? Здесь интересен как бы исторический контекст. Ну, про Добролюбова более-менее все понятно. Это, вы знаете, да, это такой ведущий критик современников 50-х, в самом начале 60-х годов. Друг Некрасова, собственно, Некрасов редактор «Современник», то есть он его коллега и подчиненный, да, можно сказать, был. Вот, и Добролюбов в 61 году умирает от чехотки. Некрасов тогда же сочинил еще стихотворение, посвященное смерти Добролюбова. Но здесь мы видим стихотворение памяти Добролюбова. То есть он спустя 3 года возвращается к этой фигуре. И вот почему, как мне представляется. Потому что в это время происходит такая бурная общественная жизнь. На арену, так сказать, общественную, да, публичную, вступает новое поколение. Становятся массовыми те установки, те ценности, те идеологемы, о которых писал Добролюбов в 50-е годы. В учебниках мы знаем эту эпоху под названием нигилизма, эпоха нигилизма. Да? Разночинец пришел, да, приходит разночинная интеллигенция, заявляет о себе, теснит интеллигенцию дворянскую, хотя сегодня мы знаем, что так называемыми нигилистами были преимущественно все-таки дворяне, да? Но тем не менее вот появление в этом поле людей, которые вот имели альтернативное культурное, культурный базис, да, образование, воспитание совершенно специфическое. И, что очень важно, очень радикальные взгляды, да, на все на самом деле, не только политические, на природу человека, на религию, вообще на мир. Да, это материалисты, в основном атеисты, такие вот представители того, что тогда называлось позитивным знанием. Вот. И вот это все воплощает Добролюбов, с одной стороны. А с другой стороны, у этого нового поколения к 1964 году складывается уже такая немножко незавидная репутация. Ну, во-первых, вышел роман Тургенева «Отцы и дети», где выведен вот этот тип нигилиста. Он как бы был противоречиво воспринят, но в основном он создал такую, не самую лучшую славу, скажем так, этому поколению. Да? Во-вторых, начинают появляться так называемые антинигилистические романы. В 1963 году, например, написан роман «Взбаламученное море» Писемского, где уже нигилист – это просто совершенно ужасное явление. Да? Собственно, такие исторические общественные события. Это пожары. Во-первых, да, в 1961-1962 годы реформа крестьянская, начинаются крестьянские восстания, и в городах и в селах полиция находит множество прокламаций. Это эпоха прокламаций. Да? Начинают искать, начинаются, собственно говоря, многочисленные аресты. Арестовывают в 1962 году одного из вождей, как считалось, вот этого революционного нигилизма, Николая Гавриловича Чернышевского. Правда, современные историки не находят там состава преступления по части организации революционной именно активности. Да? Но, тем не менее, репутация, она такая, да, она влияет и на полицейских тоже. Да? И нужно нейтрализовать этого вождя молодежи. Да? Его сажают сначала в Петропавловскую крепость, где он пишет знаменитый роман «Что делать?», и потом он отправляется в Сибирь после гражданской казни. Но это уже тоже в 1964 году происходит. Еще один факт, еще два факта важных. Это петербургские пожары 1962 года, в которых обвинили эту прогрессивно, скажем так, настроенную молодежь, или революционно настроенную молодежь. И это польское восстание. Польское восстание была такая, красная тряпка в каком-то смысле для общественного сознания, потому что это 1963 год, начало 1963 года, оно длится достаточно долго и подавляется уже в начале 1964-го.
вот эти вот молодые люди, да, которых поддерживал журнал «Современник» в том числе, выступали за независимость Польши. Они поддерживали вот эти сепаратистские настроения поляков, да, и писали довольно много, довольно активно, агрессивно даже за польское восстание. Да. Но в обществе возник такой достаточно однозначный патриотический консенсус, что польское восстание – это плохо, сепаратизм плохо, да, вот это вот. И на этом фоне вот позиция «Современника», позиция как бы главных представителей этого поколения, да, вот выразителей, ну, кажется такой немножко проблематичной. Они теряют репутацию. Да. Даже Герцен, который сидит за границей и пишет, тоже как бы, ну, как бы такие репутационные потери, да, в некотором роде в обществе. Ну, потому что это люди, вот, которые не желают добра России, да, не патриоты, ну, вот так. Они за сепаратизм и распад России. Ну и там прокламации тоже соответствующие. Самая знаменитая «Молодая Россия», там вообще просто, значит, полный распад. Призывает, значит, Петр Заичневский к тому, чтобы вот все переменить, да, провести такую кровавую страшную революцию. И вот это все как бы создает такую незавидную как бы репутацию в обществе, да, этому движению. И тут Некрасов берет, извлекает из прошлого, из недалекого прошлого, вот эту фигуру Добролюбов, который вообще ни в чем не замешан, ни в польских каких-то делах, ни в каких петербургских пожарах, ни в каких прокламациях. Абсолютно идеальная фигура. Ну, просто писал себе там критик и делает его, по сути, таким гражданским вождем. Да? Вот в этом стихотворении создается миф о Добролюбове, как о, ну, как бы мы сегодня сказали, лидере мнений, да? Таком идеальном как бы служителе. Он здесь у нас и патриот, как женщина, он родину любил, да? Он и вождь молодежи, и просветитель, и все. Вся парадигма. Да? И еще вдобавок такой вот как бы религиозный подвижник. Но как бы. Вот. Мне кажется, что это стихотворение в какой-то мере, конечно, не по формальным признакам, приближается к оде. У него есть отчетливое публичное звучание. Это такой лирический монолог. Он адресован прежде всего герою. Ну, понятно, что герой мертв, поэтому воображаемому как бы его облику. И дальше он обращен к природе матери и, значит, русской земле, таким совершенно глобальным как бы фигурам, да. Вот, то есть создается такой, ну, вот, всеобъемлющий миф. Вот. И что самое главное, как мне кажется, здесь, что позволяет, вообще говоря, ну, какую-то специфику увидеть некрасовского подхода к этому делу. Значит, здесь есть вот эти религиозные символы, о которых я говорил. И эти религиозные символы в совокупности, да, вот, что он политический лидер, что он там вождь молодежи, что он просветитель, светильник разума, да, они прочитываются аллегорически или метафорически, они прочитываются в переносном значении. То есть это не собственно религиозное служение. Ну, все, кто знал Добролюбова, да, но сейчас вот есть прекрасная биография моего коллеги Алексея Вдовина, вы можете прочитать. Ну, каким был в жизни Добролюбов? Ну, он не был святым вообще ни разу, да. И вот Некрасов при этом вот такой образ создает, вопреки всему этому, что о нем известно, да. И для современников, для вот этой молодежи передовой, это, в общем, играет роль. Это создает некоторый авторитетный такой образец, да. Вот. Пророк. Совершенно другая история. В других обстоятельствах написано. Посвящен он тоже очень значимому персонажу, Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Это стало известно не сразу, только впоследствии уже исследователи выяснили. Хотя это знали в кружках, это знали, ну, как бы знакомые Некрасова. Пророк очень почитался в народнической среде, вот это очень важный момент. Его многие народники считали как бы таким описанием судьбы такого типичного народника. Ну, например, там Дмитрия Лизагуба, которого казнят за участие в революционном движении.
Вот. Ну и вот как бы такая типичная судьба народника в нем прочитывалась. Но на самом деле он посвящен Чернышевскому, который, в общем, к народничеству не имеет никакого отношения. Это тоже человек 60-х годов, такой же точно, как 50-х даже. Как и Добролюбов, это, собственно, два таких столпа шестидесятничества, да. Вот. Но при чем здесь Чернышевский в 70-е годы? Почему он вдруг возникает здесь как какая-то значимая фигура такого легендарного мифологического типа? Потому что Чернышевский сидит на каторге. Да? И он, ну, в этом году он уже 3 года как переведен на поселение. Он до этого находился в Александровском заводе, это Забайкалье. Вот. А в 1971 году ему не дали помилования, хотя срок каторги истек. Его перевели еще дальше, в Сибирь, в Вилюйск, ну, ныне это Якутия. Да? Вот. И, собственно говоря, что происходит в 1974 году? Почему стихотворение написано в это время? И причем здесь вот эта вся тема жертвенности и так далее, она достаточно понятна. Это не произвольный миф, это не выдумка Некрасова. Чернышевский отказывается от прошения о помиловании. Вот это, собственно, ему предлагается впервые. Да, вот, ну, попросить о помиловании, тогда ему дадут помилование. Но он отказывается, он не считает себя виновным. И вот поэтому Некрасов пишет, он будет сам судьбы своей виной. Да? Вот это буквально биографический мотив. Но что здесь как бы специфично? Во-первых, совершенно другой пафос, другая модальность, как говорят филологи. Да? Ну, я бы сказал, что это близко к элегии, такой к скорбной элегии. Да? А риторически текст оформлен совершенно по-другому. Здесь как бы своего рода диалог вместо монолога. Диалог, причем с посвященными. Это диалог внутри кружка, с людьми, которые знают вот об этих обстоятельствах, о вот этой фигуре, об этой судьбе. Вот. И прямо ничего не говорится. Вообще никак из текста нельзя выяснить, что это Чернышевский. Только по пометке Некрасова НГЧ мы это потом выясняем уже исторически. Вот. И как бы здесь предоставляется слово, как такое гипотетическое, предполагаемое слово самому герою. Вот он как бы сам мыслит, как говорит, такой внутренний монолог героя. И что самое, на мой взгляд, важное, это то, что здесь религиозные символы, они точно те же самые. Мирские там помыслы, да, вот, жертвенность, мученичество, все то же самое, что у Добролюбова. Но они не тонут вот в этом ореоле гражданского, такого вот светского героя. Здесь вдруг они выходят на первый план. Как будто бы они, ну, на самом деле, как будто бы здесь описывается религиозный подвижник. Да? Вот это удивительное явление. Я считаю, что это загадка этого стихотворения. Вот, собственно говоря, моя интерпретация будет, собственно, попыткой отгадки. Вот. Будьте добры, следующий слайд. Почему так? Вот, собственно, слайд такой. Да? Мне кажется, именно по этому принципу, именно в этом месте как бы проходит такой в значительной степени водораздел между двумя поколениями. Ну, часто, конечно, говорят об идеологии. Ну, какая идеология? По большому счету, люди, так называемые нигилисты или новые люди по Чернышевскому, это поколение 60-х годов, ну, на самом деле 50-х-60-х. 60-х говорят, потому что в 60-е происходит как бы массовое включение молодежи в это движение. До этого это были только вот такие идеологи, да? А в 60-е это становится популярной идеологией. Вот. Ну, они материалисты, атеисты, как я уже говорил, такие прогрессисты, в основном революционного типа. Далеко не все из них, конечно, революционеры или хотя бы мыслят о революции, да? Но, как правило, это радикалы. И, в принципе, то же самое мировоззрение и у следующего поколения. Они точно так же воспитываются на Чернышевском, точно так же читают немецких материалистов, точно так же там читают Дарвина. Да? Это все одни и те же ценности, на самом деле. Но вот обычно акцентируют внимание на том, что народники – это поворот к народу. То есть интеллигенция
60-х годов радикальная, она как бы создавала идеологию для себя, как бы сказать, описывала свое место в новом обществе пореформенном, да, когда вот, собственно, создается новое социальное пространство. И вот, ну, по сути дела, идет присвоение такое, вот, когда говорят, вот идея разночинец пришел, разночинная интеллигенция. Это что происходит? Создается как бы новая элита, да? Новая интеллектуальная элита. Они претендуют на этот статус. Вот, собственно, вся, по большому счету, весь пафос, вся идеология шестидесятничества. Вот я здесь привел вам маленькую картинку, да, это не фотография, а рисунок. Это Василий Слепцов, такой один из тоже авторов «Современника». Но он просто, мне кажется, очень хорошо выглядит, вот именно как такой представитель, типичный представитель 60-х годов. И совсем другой портрет народника. Это человек, ну, поворот к народу, то есть в чем этот поворот к народу заключается? В том, что шестидесятники верят, грубо говоря, что историю делает интеллигенция, а народники верят, что историю делает народ. И, соответственно, нужно объяснить народу, спуститься к нему, пойти в народ, да, и вот разбудить его, да, чтобы он стал субъектом истории. Ну, вот это как бы идеологический поворот, который происходит. Вот. Но мне кажется, что здесь есть еще один важный оттенок. Как обращаются поколения 50-х, 60-х годов с религиозным языком? Ну, вы знаете, на самом деле, все, кто читал литературу этого времени, ну, хотя бы там, что делает Чернышевского, что все эти тексты пронизаны просто религиозной риторикой. Она постоянно присутствует везде. Но что они делают с этой риторикой, с этим религиозным языком? Они его десакрализуют. Ну или как вот современные там семиотики говорят, переозначивают. Им нужно его переписать. Религиозный язык – это что? Это язык популярный, язык очень влиятельный. Его нужно захватить. Захватить, переозначить, да, это политическая задача. Вот, и они его просто переписывают. Я приведу один только пример, это масса примеров. Там просто огромный пласт поэзии, там Огарев, Лавров, ну еще много. Некрасов сам, да, постоянно это делает. Даже иногда некоторые, не понимая, о чем речь, там говорят, ну, Некрасов там православный. Ну, с православием у него все сложно, но, в общем, как бы вот это переписывание религиозных символов совершенно четко представлено. Но я приведу более грубый пример, такой прям очень сшитый белыми нитками. Вот как делается это переозначивание религиозных символов. Это маленький отрывочек из огромного стихотворения Петра Лаврова, еще 1952 года, которое тоже называется «Пророчество». Когда над обществом господствует порок, в годину злую испытания встает среди людей восторженный пророк, чтоб братьям облегчить страдания. Пропускаю, не сомневайтесь, отчаяние грех, постигнут кары святотатства, и будет лишь один тогда закон для всех. Продолжите. Завершите. Свобода, равенство и братство. Все. Вот так переписывается как бы Ветхий, Новый Завет, все сразу, да? Ну, вот это я называю десакрализацией языка. То есть просто берется там ветхозаветная образность и переводится напрямую грубыми самыми средствами на язык современного прогрессивного учения, да? Несколько тоньше, например, это сделано у Чернышевского, что заставляет некоторых интерпретаторов читать его как такого там апокалиптика, значит, там верующего какого-то. Ну, это довольно странно, потому что, ну, вообще-то там речь идет о человеческом деянии, да, о переходе к социализму как к некому новому, более справедливому миру, да, который водворяется вовсе не Богом. Да. Это ну, сейчас я про это скажу. Вот. А поколение народников совсем другое. Идут сейчас споры о том, кем они были, как у них там с религией. И действительно, некоторые группировки оказываются, ну, что многие из них верующие. Например, среди долгушинцев много было. Это один из кружков народнических. Много было верующих людей, которые вот, ну, действительно именно
в соответствии с своим религиозным, ну, там, долгом, специфическим его пониманием, вот, занимались этой народнической пропагандой, они считали, что это правильное христианское дело. Вот. Но в целом, конечно, они также были атеисты, материалисты и так далее. Да? Но они совершенно по-другому обращаются с религиозными символами, вот с этим строем языка. Они возвращают звучание и как бы значимость религиозной символики. Применительно уже к своим как бы нуждам, к практике. Они себя описывают как таких вот мучеников, таких страстотерпцев, да, которые идут на плаху, да, за народ и так далее. Они историю рассматривают в таком апокалиптическом, эсхатологическом ключе. Что вот новый мир, который потом наступит после революции, это вот Божий мир, да, на самом деле. Тот, о котором мечтали христиане. Ну, это, кстати говоря, свойственно даже не только русским народникам, это даже марксистам, как ни странно, свойственно. Вот Энгельс, например, любил сравнивать сообщество современных революционеров с сообществом первых ранних христиан. То есть они вот ждут, с минуты на минуту произойдет вот этот революционный апокалипсис, мы окажемся в новом мире. Вот. Будьте добры, следующий слайд. Да, я приведу только один здесь пример тоже, маленький пример, про то, как используется этот язык. Это Александр Боровиковский, адвокат народников, сам народник, ну такой, сочувствующий, скажем так, который защищал их, в частности, на известном процессе 50 в 1977 году. И вот как раз стихотворение написано ночью 14 марта 1977 года, когда оглашен приговор. Ну там казнить, отправить на каторгу, в общем, вот такая история, да, казнят и сажают народников. И вот начало его стихотворения, я буквально начало прочитаю, оно немножко большое. «Мы были там, его распяли, а мы стояли в стороне. И осторожно все молчали, свои великие печали храня в душе своей на дне». Ну и так далее. Там развивается такая евангельская как бы притча, абсолютно по-некрасовски. Ну, он такой последователь Некрасова, как бы полностью в его риторике, все. Но и никаких даже признаков того, что он пишет о революционерах, кроме даты. Дата – это конец, вот, приговор по процессу 50. Вот, ну вот как бы этот слайд обобщает то, что я сказал, в принципе, что меняется антропологический код у этого поколения. Они действительно верят в идеалы аскезы. По сути дела, вот вся эта риторика святых революций – это вот их риторика. Они сами себя так описывают. Ну, как себя, не себя, а вот других народников, да, то есть своих коллег. Вот. Ну и как бы в чем специфика? Все-таки это не религиозное движение, на мой взгляд. Это именно такая гибридная религиозно-политическая идентичность, такой смесь двух языков. Да. Все-таки они специфически относятся вот к этому своему, к этой своей миссии, к этой подвижнической роли, да. Очень утилитарно. То есть, если полезно, дело прежде всего, да, и вот это очень важная проблема, которая будет решаться на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до Серебряного века. Сейчас я про это скажу. Что оправдание насилия, насколько оправдано насилие. Если это христианство, если мы как бы возвращаемся к Христу и напоминаем о Христе, да, то как вообще быть с тем, что вообще-то революция – это насилие? Вот это как бы базовая проблема. И вот это вот то, что я назвал эсхатология без Бога. Рукотворный апокалипсис, рукотворное Царство Божие на земле. Пожалуйста, дальше. Вот. И, собственно говоря, вот этот поворот, он очень значимую роль сыграл в дальнейшем. Я бы сказал, что вообще в понимании русской интеллигенции, которая появляется уже потом, в начале 20 века, возникают огромные дискуссии о том, что такое русская интеллигенция. Где тут Чернышевский, где тут Добролюбов. И оказывается, что вот эта вся радикальная история с шестидесятниками, с народниками очень важна. Она в центре
вообще проблемы русской интеллигенции. Ну, я имею в виду прежде всего сборник Вехи. Да, это как бы фундаментальный труд, осмысляющий, ну, я бы сказал, с таких консервативных позиций, осмысляющий именно феномен русской интеллигенции и ее роли в революции. И, собственно говоря, к чему приходят авторы сборника Вехи? В принципе, все. Они как бы по-разному, с разных сторон заходят, но при этом там Бердяев, Булгаков, Семен Людвигович Франк, да, и другие пишут о том, что мировоззрение русской интеллигенции, на самом деле, не надо путать с западным просвещением, с проектом рационализма, вообще с наукой, с научным подходом. Это религия, говорят они, это религиозное движение. Но, правда, это ложная религия, да? Это лжерелигия, это псевдо, ну, с их точки зрения. Бердяев постоянно потом будет писать истоки и смыслы русского коммунизма там, и так далее. Постоянно пишет, что апокалиптичность, эсхатология, это вот все свойства вот этого вот миропонимания вот этой русской радикальной интеллигенции. Но с их точки зрения это сектантское, еретическое такое христианство. И там действительно очень много сектантского. Если мы посмотрим, там, например, на то, как в ходе Первой русской революции 1905-1907 года пишет, скажем, Дмитрий Мережковский. Он, по сути дела, ну, такой, вот это воскрешает народническую риторику, да, про служение, про то, что революция оправдана свыше, что, по сути дела, революция – это некий… То есть революция вообще имеет смысл, если это религиозный акт. То есть она должна водворить царство справедливости, царство, ну, как он считает, теократии. А для этого, ну, теократию он очень своеобразно понимает, это не государственная власть, это анархия и правление Господа, прямое как бы правление Господа на земле. Вот. Ну, это просто один из примеров, а их много на самом деле. Практически весь Серебряный век постоянно вот эту вот контаминацию, вот эту гибридность двух мировоззрений, христианства и революции, они постоянно пытаются совместить. Ну, например, русские богостроители. Луначарский, Богданов, отчасти Горький. Да? Необходимо не просто создать пролетарскую культуру, а надо выдумать нового бога. Да? Ну, тоже, конечно, странно там, выдумать бога, это какой-то нонсенс, но тем не менее. Потом Луначарского будут обвинять в том, что он там мистик, и действительно и там есть элемент такого мистицизма. Вот. А мистический анархизм тоже довольно широкое течение, в котором, в частности, принимал участие такой знаменитый человек, как Вячеслав Иванов. В общем, в Серебряном веке такая популярная проблематика. И вот я просто приведу пример, как бы, так сказать, позитивного взгляда на эти процессы. Ну, он на самом деле не позитивный, а амбивалентный, двойственный такой. Это Борис Савенков. Это странная фигура, очень интересная. С одной стороны, это террорист, революционер, да, предводитель террористической фракции боевой организации эсеров. Эсеры, напомню, мыслили себя как наследники народников, то есть тут прямая связь. И вот в своей повести «Конь бледный» самая знаменитая вещь, она как раз синхронна вехам, он представляет такую проблематику. Да, вот, а как вообще вот это революционное насилие может быть оправдано с точки зрения религиозной? Ему очень важно это совместить. И вот там есть такой образ, который, ну, отчасти, возможно, навеян реальным террористом Иваном Каляевым, который вот, ну, действительно был такой христианин-апокалиптик, но при этом бросал бомбы. Да? Вот. И вот этот Ваня, герой этого рассказа, он формулирует вообще какую-то совершенно сумасшедшую головокружительную идею, на мой взгляд. Этический какой-то парадокс, который, ну, зашкаливает вообще всяческое понимание. Да? Предела моего личного понимания тут, ну, как-то не хватает. Он говорит, что, ну, вот я совершаю теракт, я убиваю людей. Это как бы, ну, понятно, не богоугодное дело. При этом я христианин, он христианин, он прям четко артикулирует это, вот я верую в Христа. Где тут вообще решение, как вообще быть, как примирить «не убий», да, завет Христа, и вот это вот все. А он говорит, что вот
как бы получается, что можно, потому что я ведь отдаю не просто свою жизнь, да, когда, ну я же, как правило, сам гибну там в этом теракте или потом меня казнят. Ну, в любом случае, все, со мной понятно, человек обреченный. Но я жертвую своей душой, спасением своей души на вот это дело. Вот это удивительное вообще сочетание, до него народники не додумались. Ну, правда, там до него немножко додумался Тургенев, но это я не буду сейчас говорить. То есть вот это вот погубить свою душу на жертву революции, это как бы совмещение, парадоксальное совмещение вот этого радикально христианского идеала и вот этого социалистического. Ну, это, конечно, крайняя точка. Это уже какой-то запредельный там революционный мистицизм, да. Но, в принципе, вот это совмещение, оно очень характерно. И вот оно начинается, на мой взгляд, ну, не с Некрасова, да, а Некрасов один из первых его почувствовал, как мне кажется, вот в начале 70-х годов. Вторым был Достоевский. Ровно в это же время. Да? Ну, вы помните «Бесы». «Бесы», да? Это знаменитое произведение, которое вот, собственно, именно в этом ключе позволяет помыслить революционное движение. Но там есть специфика. Будьте добры, следующий слайд. Да, на всех них влияет Достоевский. На вехи, да, Бердяев пишет о том, что Достоевский первым увидел суть революционной интеллигенции, интеллигенции вообще. Там Булгаков на это ссылается. Он как бы главный вообще вдохновитель всего этого движения. И с другой стороны, там Савенков тоже совершенно совершенно Достоевский такой подход, да, к вот этим метаниям революционера. Там, по сути дела, вообще сюжет вот этого коня бледного, главный герой, он думает о том, как бы можно ли совершить теракт, вот это преступление революционное, не для общего дела, а для себя. Можно ли убить для себя? Очень достоевская проблема, да? Вот. Ну вот первым был Достоевский. Достоевский обгоняет Некрасова на несколько лет. Но у него, конечно, критический взгляд. У Некрасова взгляд апологетический. На то, что вот приходит новое поколение. Чернышевский, вот этот страдалец с каторги, его воплощение. Кстати, народники были одержимы фигурой Чернышевского. Они считали, что это символический лидер их движения. Они его пытались освободить, там несколько попыток было, и, в общем, много людей от этого пострадало, но, в общем, так или иначе, да. Но в 60-е годы тоже многие задумывались о том, что... Все, я заканчиваю. О том, что вот нигилизм, вот этот вот революционаризм, это не научное мировоззрение, а религия разрушения, пишет Катков еще в 62 году по поводу отцов и детей. Антинигилистический роман и так, и этак трактует эту тему. Бесы появляются у Достоевского не у первого, они там и демоны, и все что угодно. Вот. Мне кажется, главный вклад Достоевского в том, что он увидел и прочитал вот это вот народническое, ну тогда еще не было народничества, но вот этот переход от 60-х к 70-м, именно не как бесовство, не как дьявольскую силу, демоническую, а именно как ложное христианство. И там есть целый ряд доказательств, да, что это именно так. Ну, там, например, Алексей Кириллов, вот этот философский самоубийца, он двигает, по сути дела, такое новое христианское апокалиптическое учение. То есть это именно нечто, маскирующееся под христианство. Вот это очень важная мысль, которая потом будет, ну, по сути дела, главной мыслью всей критики русской революции, там, от Бердяева до Розанова. Вот. Пожалуйста, следующий слайд, и это, по-моему, он последний. Да, ну, я тут про Некрасова уточнять сильно не буду, на самом деле там текст действительно очень сложный. Ну, пожалуй, не буду. Собственно говоря, главная идея, что Некрасов вот тоже увидел эту смычку между атеистическим мировоззрением революционеров и странным, ну вот как бы атрибутировал им христианство. Вот это очень странная вещь, да, парадоксальная, которую он совмещает. Будьте добры, следующий.
Тот точно последний. Да, он последний. Ну, в общем, да, вот они по-разному с двух сторон как бы сформулировали, как мне кажется, вот этот код, этот гибридный антропологический код русского революционного движения. А вот заканчиваю я вот этой картинкой, это иллюстрация к поэме Блока 12, которая кончается, как вы помните, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос, который возглавляет шествие, ну, собственно, большевиков, да, 12 большевиков. И когда Гумилев там говорил, ну какой тут вообще Христос, чё к чему-то? В общем, был возмущен. Блок как бы так, ну он не доказывал, не пытался там аргументировать. Он говорит, ну мне кажется, что вот я считаю, что там Христос. Вот, я не знаю, вот как бы в каком смысле он по-разному это объяснял. Он говорит, ну к сожалению, Христос. Вот такая штука. Вот. Спасибо.